Мы победили это болото, перешли. Находимся уже на большой земле. Нормально побродили тут. Резко потеплело эти дни. Как-то неожиданно все произошло. Снег все растаял, мгновенно, и сейчас вообще потеплело. Вырастили очень много их тоже. Крупные птицы. Вон они. Десятки штук их. Тоже, наверное, переход куда-то делают. Осенью они обычно на рябине, черемуху, питаются черемухой. А сейчас непонятно, что, чем питаются. Не могу знать. Здесь будет развилка. Вон она. Вот тропинка, по которой я пришел. Вот я перестал уже ходить тут, и уже все. Скоро вообще не будет видна эта тропинка. А мы пойдем налево. Тут две развилки еще будет. С двух сторон охотники здесь ходят. С двух изб. Вот одна. Вот эта тропинка нам и нужна. Вторая через болото еще проходит, и там две избы. А мы пойдем вот по этой, которая, когда мы шли на болото, я не нашел эту тропинку. Сейчас попробуем отсюда лодкой пройти. Здесь спуск, и там сырое место. Зачесы вроде есть. Ну и на солнце идет тропинка. Прямо на солнце. Не потеряемся. Это уже, получается, лоши прошли недавно. Такой крупный след. Вроде с теленком или без теленка. Куда-то вот туда ушли. Но это в этом году прошли. Ну сейчас подтянутся наши края лоши. У нас летом они обитают, а с осени они уходят. Вот так. Ну что тут? Зачесы зачесами, а зачесы теряются. Однотонно все тут. Глубоко.
очень даже глубоко почему-то. О, бля, пиздец. Ни хрена себе, чуть не набрал воду. Какие ямы. Так. Одним словом, я пойду на солнце, ребят. Зачесы я потерял. Что-то охотники фигово зачесы сделали тут. А, вон он, зачес-то шел. Вот она. Не видно. Вон следующий нашел. Был комментарий сейчас. Ну и в прошлом году также писали. Блин, глубоко-то как. Весной хожу с собаками. Но я и, пишу, что птицы уже на гнездах. Отвечу так, что я, ребят, хожу по тем местам, где нету этих гнезд. Я имею в виду у боровой птицы. Хоть скажем, хоть скажем, я и пойду на вторую избу. Мы находимся там возле реки. Собаки тоже рядом. Далеко не уходят. И боровая птица, кто не знает, они делают гнездо на вырубках. На вырубках. Запомните это. Основное. Поменял аккумулятор, разрядился. Гнилая береза, гнилая. Одним словом, они делают гнезда на вырубках. Откуда я знаю, также очередной вопрос. Я когда работал в лесу, в это время примерно, в это время, мы вычищали просека. Ой, обманывай, не просека, а эти вырубки, что вот мы зимой вырубали, мы еще повторно ходили на эти вырубки и также повторно очищали выруба. Если высокие пни мы пилили, чтобы норма была. Со спутника, когда снимаю, чтобы не было никаких проблем с лесниками. И тогда вот на вырубках, на одном из вырубок мы натыкались на глухариные гнезда. Гнезда, которые кополухи сидят на гнездах, и они до максимума подпускают к себе. Они не взлетают. Можешь ты наступить на них. Они не взлетают. Буквально до метра. Вот голая вырубка, скажем. И там вот голая вырубка вот тут. И вот елка. Вот
Представьте себе, вот елка. И вот на сухом месте только, сухое место. И под этой елкой они делают гнездо и сидят. Так что и я не стараюсь. С того времени я вообще на вырубку не хожу весной. А рябчики, вот где вот делают гнезда, я не могу сказать. Я на их гнезда еще ни разу не попадал. Ну, они, в принципе, также, скажем, в тайге, в сухих местах где-то, может, на открытых местах и делают гнезда. Я обычно попадаю на них, на выводки уже летом, когда идешь-то за грибами, за первыми грибами. Они уже как воробьи там летают. Вот. И что еще добавить? Конечно же, я стараюсь все это соблюдать. Мне не надо, когда, если увижу, что собака попала на гнездо, это для меня будет шоковый удар. И вглубь тайги, где они обитают, эти боровые птицы, весной я ни шагу не пойду туда. И эта тропинка не та тропинка, которую я искал. Эта тропинка, там, наверное, еще дальше надо идти. Чуть стороной она уходит вот там. Это не та тропинка. Это заброшенная старая тропа тоже. Недалеко уже лодка. Но чуть-чуть мы срезали, конечно. Чуть-чуть срезали. Где-то вот там мы, наверное, прошли. Вышли вон там и обошли этот круг. Такой сделал. Так. Ну да. Вот тут я проходил, вот сюда вышел. Значит, тропинка вон там. А основная тропа где-то вот тут. Я первоначально где-то искал, но не нашел. Ну да ладно. Другой раз. Как-нибудь, когда я за грибами сюда приду, еще пройдусь тут. Или за ягодами, если брусника будет. Найдем эту тропинку, так что смотрите, не отписывайтесь, не спешите отписываться сгоряча. Видео будет и весенняя, и осенняя охота. Ягоды, грибы, все будем собирать. Самое главное в этом деле здоровье, чтобы было у нас. Здоровье самое важное. Фу-фу. Ну вот, озеро тут тоже все время кряквы, черки тут. Не раз тут я стрелял. Ну, они живут. Так. Сейчас поеду на избу. Там, короче, передохнем и соберемся, поедем домой. Да, большая река, озеро. Бокса, айда, поедем. Пилу брал, думал, может пригодится что-то пилить там еще. Ни одной утки, нигде никого. За целый день ни одного выстрела не слышал.
Так, самогонку еще надо взять. У-у-у. Ребят, смотрите, полный котелок. Полный котелок этого добра. Уже не лезет. Перельем. Самогонка. Самогонка. Печка дымит. Смотрите, воды сколько ушло. 20 сантиметров. 15-20 примерно. Сейчас еще второй котелок. Глянем, сколько там. Чтобы не забыть там. Тоже полный. Куда столько нам? Вон он. Как слеза. Вот он. Полный котелок. Считай, еще 3 полторашки. Ei näitä. Vuospai. Pytsä pyrään. Вот, как и говорил, 3 бутылки. Хватит. Я не фанат, чтобы собирать там сотни литров. Поверьте, обычная вода набирается деревом, и я не знаю, с чем сравнить. Я бы за это деньги не отдал.
такие, о чем я думаю про березовый сок. Идешь кушать? А? Мулле, фу, мулле, вон, уйди. Не нагляй. Поспать. Ну, чай. Чай. Будем бухать. 3 бутылки спирта. И 2 бутылки еще настойки. Вот цвет отличается. Вот. Второй раз, когда я набирал, там цвет уже другой. Белый, ну прозрачный, бесцветный. А вот у первого такой вид темноватый. Не знаю, что повлияло, конечно. Это вкус, в принципе, одинаковый, что сейчас вот, когда заливал там, разливал-то есть. Обычный сок березовый. Так, ладно. Все хорошо, но надо собираться. Поход заканчиваем. Отдохнули в избушке, побродили по тайге. Что еще надо для... Я от этого получил удовольствие, что... Так, не пригодилось что-то у нас. Так, с бутылкой. Еще. Ой, чем я столько набрал? Ладно, может, будут дома попьют, или если нет, так. Так, не понял, один чехол что пропал, что ли? Интересно, может я потерял, а, вон, или фиг знает, может и потерял. Что еще? Ну, основное я собрал. В принципе, больше тут нечего собирать. Сейчас я все уберу и поедем. Дальше поедем. Попробуем поехать по озеру, выйти на другую реку, как и ранее говорил. Посмотрим, что из этого получится. Немножко, ребята, я подмел здесь. Ну, чуть-чуть. Но бесполезно уже что-либо в порядок приводить. Я все равно все здесь буду разбирать, как и в начале фильма говорил.
Тут, оказывается, ребята, кто сейчас ночевал, оставили бич-пакеты. Почтовый суп, но чтобы мыши не достали, я сюда повешу. Вон там еще соль, заранее как-то песок. Тут тоже кто-то оставлял. Вон макароны. Все время накапливается. Все чай, полная пачка. Вон. Тоже надо сюда пакет закинул. Вон. Продукты можно тут смело ночевать. Опять же соль, целая пачка. Ну этот мыши, чтобы вот так, чтобы мыши не достали. В принципе, их нету сейчас практически, не осталось. Ладно, спасибо, изба. Чайник пустой. В следующий раз встретимся, когда я буду подниматься на вторую избу. Остановлюсь. Некоторые вещи отсюда надо взять с кладовки. А на сегодня будем уже собираться. Так, дверь я так открытым оставлю. Пусть продувает, подсыхает. Все двери, все, что есть возможно, где какие дырки. Вот тут. Все пускай продувает, все, чтоб сохло капитально. И вон, смотрите, крупные муравьи уже сюда перешли. О. Были у них гнездо, вон там было. Я туда отработкой там мазал все этот угол. Вон. И видать, эти ребята, вот сюда перешли. Вон они уже где. Еще обнаглели. Ну да ладно, все. Давайте попробуем. Сейчас поднимусь и там заеду на это озеро. Если получится, то по озеру поплывем. Печка еще дымится, там полено, пускай дымит. Все в порядке. Этот материал уже первая подготовка к ремонту избы у меня. Так что все еще впереди. Ремонт избы. Сейчас лето будет, может, порыбачим. Сейчас у нас кошка есть. Придется порыбачить, как ни крути. Айда. Ты уже там. Быстрее ты. Вода очень-очень быстро идет. Уходит. Прям на глазах. Прям на глазах уходит. Целый рюкзак у нас. Спиртное, лесное. Этот. Тайга с весны. Да круглый год что-то дает. Сейчас весной мы собрали березовый сок. Летом будем собирать рыбу ловить, скажем. Осенью уже ягоды будем собирать. Так что тайга кормит народа. Все, вечереет, надо ехать. Попробуем, что-то получится, нет. Интересно там прокатиться, просто вот хочется. Ну все, изба, до свидания.
скажу, что заезд так очень хороший тут. Чуть-чуть. Мимо проскочили, ребят. Хе-хей. Опа. Так. Ладно. Пробуем так.